Дорогие братья и сестры, я хочу рассказать вам историю одного человека. Он такой же человек, как и мы, обладающий чувствами и эмоциями. Он смеялся так же, как смеемся мы, и плакал так же, как плачем мы. В своей жизни он увидел многие трудности и испытания. Его история удивительна. Он отец, которому Всевышний подарил 3 сыновей и 4 дочерей. Первый его ребенок умер через 2 года после рождения. Это его, конечно же, опечалило. Затем у него родились 4 дочери подряд. После них Всевышний Аллах подарил ему 2-го сына. И сердце его привязалось к этому ребенку. Но и этот сын долго не прожил и умер еще в детстве. В это время дочери росли. Первую из них он выдал замуж, но в возрасте приблизительно 30 лет она умерла. Затем он выдал 2-ю дочь. Но после 20 она также умерла. Затем выдал 3-ю дочь, которая умерла тоже молодой. Перед ее смертью Всевышний дал ему еще 1-го сына, и его сердце очень сильно привязалось к нему, так как обычно отец возлагает на сына надежды и видит в нем продолжателя рода. Тем более остальные дети до него умерли, и он своими руками похоронил их. Поэтому он сильно обрадовался рождению сына, но и 3-й сын прожил всего лишь 1,5 года и умер. 3 сыновей и 3 дочерей он похоронил своими руками, и осталась 1 единственная дочь. Какая же это тяжелая утрата и испытание для человека! Знаете, кто этот человек? Это Мухаммад, мир ему и благословение. Это посланник Аллаха. Эту историю я привел, потому что посланник Аллаха является для нас примером во всем. В трудностях, несчастьях, бедах, лишениях и испытаниях. Кто из нас потерял 6 детей и похоронил их своими руками? Он был для нас примером во всем. В вере, терпении, щедрости, благонравии, милосердии и в любви. Поэтому в сердце каждого из нас должна быть любовь к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха.